8 сентября 1941 года. Представь, начало осени. Ты идешь по Ленинграду, как внезапно по громкоговорителю передают, что город осажден. Эти страшные кадры с того самого дня, когда начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Мужественные жители Советского Союза стойко боролись до последнего. В этом страшном явлении, в этой страшной битве принимали участие все народы нашего большого государства, в том числе и наши соотечественники ингуши. На сегодняшний день нам, нашему архиву музейному, известно, что было около 200 имен. Точная цифра – это 158 человек. Они у нас представлены на стенде, среди которых есть и легендарные личности. Это и Рашидбек Чахович Ахриев, первый летчик от региона Северный Кавказ. А также Асия Тутаева Идрисовна, тоже легендарная личность, всеми известная, но и множество других ингушей. Всех этих людей объединяет одно – мужество, доблесть и самоотверженность. Судьба их так или иначе стала трагической. Рашидбек Чахович Ахриев в представлении не нуждается. Это легендарная личность. Одно то, что это первый летчик от региона Северный Кавказ. Его еще называли основателем аэродрома в Таджикистане, то есть Республики Передней Азии. Что сказать про Асият Идрисовну Тутаеву? Это женщина, о которой даже банальная Википедия говорит: первая горянка, получившая высшее образование, первая горянка, получившая ученую степень кандидата медицины, первая горянка, получившая воинское звание майора военной медицины. Она трагически погибла в 1944 году. В числе таких героев и Ильяс Дидигов. Он родился в 1920 году в Насыркорте. Его сын с гордостью рассказывает о своем отце, который практически сразу после окончания торгового техникума был призван на фронт совсем юным, в возрасте 19 лет. Сержант не особо любил рассказывать о жизни на войне, говорит сын, но некоторые моменты все же помнит. Наступление, атака, по его рассказу, глубокий снег, упал. Думаю, там, в глубоком снегу. Там. Пристал, опять продолжение. В атаке они находятся. Он опять упал. И теплота появилась в голени. Сержант получил тяжелое сквозное ранение в ногу. Он оказался практически обездвижен. 3 дня и 3 ночи. Это реально. Он полз. Тогда сложно было с медсестрами, там, санитарками там, и так далее. 3 дня, 3 ночи. И без сознания он очнулся, слышит русские голоса, понял, что у себя. Советским врачам все же удалось спасти ногу. И Ильясу Дидигову по состоянию здоровья пришлось остаться в госпитале до снятия блокады Ленинграда. В осажденном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Приказом Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград получил звание Героя города за отвагу и мужество, проявленные жителями во время блокады. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.